Прозвенел звонок. Дорогие первоклассники, мы начинаем урок изобразительного искусства. Урок рисования сегодня проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. С нами сегодня работает переводчик русского жестового языка Гульнара Ульфатовна. Чем же мы сегодня будем заниматься? Сегодня мы будем знакомиться с техникой рисования, которая называется монотипия. Что же это такое? Монотипия в переводе с греческого языка один отпечаток. Вид печатной графики. Есть несколько способов, как изобразить в технике монотипия. Как правило, художник рисует рисунок на гладкой поверхности. Это может быть стекло, керамическая плитка. Затем создается отпечаток. Он может быть только единственным. И получается оттиск, отпечаток. Посмотрите, пожалуйста, какие необыкновенные работы можно создать в этой технике. Это может быть и пейзаж, какое удивительное сочетание цвета, как интересно располагаются пятна, и как же интересно среди этих пятен поискать образ. Целые картины природы можно рассмотреть, когда перед вами отпечаток с гладкой поверхности. Сегодня мы с вами тоже этим займемся. Но для начала давайте посмотрим, какие же работы появляются при выполнении в технике монотипия. Картина осенней природы, лунная ночь. Каждый может увидеть в пятне или в отпечатке что-то свое. Ну что ж, вам захотелось попробовать изобразить самостоятельно? Давайте поработаем вместе. Первый рисунок выполним вместе, а дальше каждый из вас попробует сам. Итак, дорогие ребята, на уроке нам сегодня понадобится несколько альбомных листов, достаточно толстая кисточка, акварельные краски, вода и наш помощник простой карандаш. Дорогие ребята, приступим к рисованию. Для того, чтобы выполнить работу в технике монотипия, мы с вами свернем лист пополам. Хорошо прогладим сгиб. И начнем заполнять правую часть нашего листа яркими пятнами. Пользуемся большим количеством воды и берем достаточно большое количество акварельных красок. Я заполняю пятна использую краски такого цвета, какой мне нравится. Если краски будут смешиваться, то это обогатит нашу с вами работу.
Ну что ж, попробуем отпечатать. Сворачиваем наш лист и очень хорошо проглаживаем. Посмотрим, что у нас получилось. А вот теперь, когда мы видим наши пятна, попробуем пофантазировать. Мне захотелось перевернуть лист бумаги. Что я вижу? Пусть это будет бабочка. Возьму кисть чуть тоньше и превращу наше изображение с пятнами в крылья бабочки. Итак, добавим фантазию. Если некоторые детальки надо дорисовать, добавим линии штрихов. Можно провести линии еще один раз. Дорогие ребята, наш рисунок в технике монотипия готов. Пусть он немного подсохнет, а если мы захотим, то потом мелкие детали прорисуем фломастером. Отложите рисунок в сторону. Предлагаю выполнить еще один рисунок. Возьмите лист бумаги, сверните его пополам. Начинаем фантазировать. Возьмем голубой краски. Нанесем на верхнюю часть листа. Несколько пятен. Должно быть много воды и много цвета. Складываем лист бумаги и очень плотно прижимаем две части листа друг к другу. Откроем. Возьму зеленой краски. Краски и воды должно быть достаточно много.
добавим несколько пятен зеленого цвета другого оттенка. Много воды и много акварельных красок. Снова складываем и снова очень хорошо и плотно прижимаем. Теперь возьмем немного акварельных красок и много воды. Пора снова отпечатать. Видели ли вы, что деревья отражаются в воде? Посмотрите, пожалуйста, у нас тоже получилось изображение, как деревья отражаются в воде. Отражается и небо, и трава. Дорисуем веточки деревьев. Пора снова отпечатать. Дорогие ребята, посмотрите. Весенние деревья, прозрачное весеннее небо, и в прозрачной воде отражаются прекрасные зеленые деревца. Когда работа подсохнет, можно будет дорисовать птичек и еще детали, которые придумаете. Скажите, пожалуйста, вам понравилось рисовать в технике монотипия? Удивительно, когда из пятен проглядывает рисунок и создается замечательный художественный образ. Наш урок рисования закончен. Спасибо вам за работу. Фантазируйте, рисуйте. Всего вам доброго, ребят!